Я был наркоманом на протяжении 16 лет, употреблял тяжелые наркотики, начинал с таких наркотиков, как героин, и потом продолжал употреблять это фентанил, синтетический героин. Это то, что сейчас продается в Эстонии. И познакомился с наркотиками в 90-х годах, когда познакомился с такими людьми и вместе с ними начал употреблять эти наркотики. И они пришли в мою жизнь и просто полностью разрушили меня на протяжении всего этого времени. И приходилось добывать себе средства для того, чтобы покупать наркотики, и шел на всякие криминальные дела, вследствие чего сидел постоянно в тюрьме. Kui Pavel vanglasse sattus, mõtles, et seekord jääb see viimaseks. Kuid see kordus ikka ja jälle uuesti. Mees üritas kogu oma tarkusest ja jõust sellest elust välja murda, aga narkosõltuvus ja sõprade mõju oli nii tugev, et headest ja õigetest kavatsustest ei piisanud. Я не знал, как это сделать. Читал какие-то книги, и писал себе какие-то планы, сидя в тюрьме, строил свое будущее. Но как только выходил из тюрьмы, ничего этого не получалось. Mehe elu kulges edasi, tagasi, vanglast vanglasse. Aga vaatamata olukorrale, mis tema elus valitsas, juhtus siiski midagi. Mida keegi ei osanud ette aimata. И в какой-то день я сидел в камере, и парни рассказывали про моего знакомого, и я слышал, что он завязал с наркотиками. И я слушал и думал, как это он завязал с наркотиками, значит, и я могу тоже завязать с наркотиками. И тогда пришли люди, которые были волонтерами и занимались помощью наркозависимым и алкозависимым людям, и они предложили мне поехать в один из реп-центров. И я думал, что, может быть, надо попробовать все-таки изменить свою жизнь как-то. И тогда я поехал в этот реабилитационный центр Lotus Secula. Kuigi otsus tundus sellel hetkel isegi pisut hullumeelne, oli mehel sisemine soov muutuda ja endise eluga lõpparve teha nii suur, et ta leidis endas jõudu usaldada Lootuse küla keskust, mis on rajatud kristlikele väärtustele. И тогда я прошел эту реабилитацию там полностью. На протяжении 7 лет я уже стою и не употребляю наркотики. То есть вот этот переломный момент показал, что человеку все возможно, если он будет находиться в правильном месте.